Мы находимся сейчас в городе, который называется North Bend. И здесь снимали Twin Peaks. Вот как раз кафе, вот это вот синим таким. Здесь снимали Twin Peaks. Вот в этот парк мы приехали. Здесь большая гора. Гора называется Си. И еще только 9 утра мы уже здесь. Сын побежал в свой кросс, а я буду сидеть. И даже не ходить. Хотя, наверное, мне нужно размяться. Я такая спортивная сегодня. Короче, решила вам записать ролик. У меня был план на ролик на этот. Телефон на забор. Надеюсь, что мне не упадет. Я сижу здесь, вот стадион. Там американцы с собачками со своими гуляют. Если у вас есть собачка, всегда найдете себе здесь друзей. Ой, как там они прямо эксайтинг. А сегодня видео будет такое, хотите верьте, хотите нет в это. Но я в это верю, и это проверено. Я убеждалась очень много раз. И я хочу вам рассказать сегодня, как вообще нужно мыслить, чтобы не получать плохое. И действительно это все работает. Знаете, почему я решила записать этот ролик? Потому что часто слышала раньше и сейчас до сих пор, как люди говорят. Например, моя мама. Говорю, мама, давай там что-то сделаем, допустим, Царствие Небесное. Мама говорит, я уже старая. Вот ты молодая, вот тебе еще там, как говорится, вся жизнь впереди. А я уже старая. То есть вот такая вот позиция, что я уже старая, я уже не в форме. Говорят, я не в форме. Занимайся спортом. Нет, я уже не в форме, я уже старая. Уже куда мне лучше ты иди. Ты молодая, туда-сюда. Или когда что-то, ну не знаю. Ну, вам, наверное, это очень знакомо. И я думаю, что многие из вас именно так и говорят. Ой, я уже старая, а я уже толстая, а я уже там то и сё. И, в общем, сила мысли работает. Когда вам говорят комплимент, например. Я решила пройтись. Там сильно громко говорят. Мне вот знаете, что нравится, что здесь везде, во всех парках сразу туалет есть. Пойду пройдусь вон туда. Замечали ли вы, что когда вам делают комплимент, вы говорите, да ну, говорят, например, вы сегодня хорошо выглядите, а вы говорите, нет, я сегодня плохо спала, ну ты что, как я хорошо выгляжу. То есть вы всегда оспариваете. И вот знаете, конечно, вот наша сила мысли, это, конечно, не магия, но все-таки сила мысли помогает нам преодолевать что-то новое, начинать что-то новое, преодолевать трудности. Вот знаете, я вспоминаю свою жизнь, и вот сколько раз я начинала новое. Я учила язык, я переехала в другую страну. Я вышла замуж за американца. То есть, понимаете, если бы я всегда боялась, зайду сюда, наверное. Если бы я всегда боялась, если бы у меня этот страх постоянно был, и я всего боялась, то, конечно, бы я ничего, ну, не знаю, достигла, не достигла, это слово я не люблю достигать, но, по крайней мере, я бы не была здесь, вот, смотрела на эту гору сейчас. Очень важно, как вы начинаете свой день. Если вы встаете утром и такие, ой, я плохо спала, опять мне сегодня надо там это делать, опять мне сегодня на работу надо, там сидеть, общаться с этими людьми, как мне все надоело. Вот так оно и будет, поверьте. И вы же так всегда, вы же идете на работу не как на праздник, с хорошим настроением. Ну, это не все, конечно, но многие. День всегда нужно начинать с такой мысли. Сегодня будет хороший день. Проснулись, посмотрели в зеркало, сами себе улыбнулись. Неважно, как вы выглядите, заспанная, растрепанная. И говорить, сегодня будет хороший день, сегодня будет вообще самый лучший день. И вот себя настраиваете. Знаете, это реально работает. Я проверила на себе. Я как-то бессознательно, знаете, даже не старалась настроить себя на позитив здесь, в Америке. Но я вот утром, когда встаю,
Мне, знаете, какое чувство? Мне чувство, что я сегодня получу какие-то эмоции, и мне очень нравится. Мне всегда все интересно. Смотрите, какое дерево. Пойду, наверное, назад. Мне всегда все интересно. Мне хочется здесь все смотреть, познавать. Несмотря на то, что я уже это 100 раз здесь все видела, все равно каждый раз я знаю, что я смогу сегодня поехать со своим мужем на океан. И я там могу подышать этим прекрасным воздухом, что я вот здесь буду, на этой прекрасной природе, вот с горами, с океаном. Ну, в общем, в Америке. И, конечно, я могу пойти на шопинг, пошопиться, и у меня будет прекрасное настроение. В общем, настраивать себя только на позитив. И знаете, тоже, когда я уже вышла замуж за американца, я когда в Минск приезжаю тоже, ну, я вам скажу, что в Минске у меня другое настроение абсолютно. Почему? Даже не знаю. Какая-то такая вот обстановка все равно. Но, тем не менее, я утром просыпаюсь и стараюсь себя тоже настроить. Но у меня в Минске как-то немножко по-другому. Я разговаривала с женщиной, которая очень хорошо выглядит в 70 лет здесь. И я ей говорю, ну вот, эта женщина, хочу заметить, русскоговорящая. Ты хочешь найти себе бойфренд, ну, то есть мужчину. А она говорит, для чего? Я говорю, ну как для чего? Чтобы не было скучно, чтобы вместе время проводить. Ну, для чего, для чего? Понятно, для чего? Чтобы поддержка какая-то была со стороны мужчины. Она сказала мне, я старая. Я сказала ей, вы знаете, вы очень хорошо выглядите, и вы достойны счастья. Но она считает, что она старая, ей 70 лет, и уже как бы, ну, поезд ушел, она даже не пытается. А вот американки абсолютно другое отношение к жизни. Почему американцы живут так долго? Наверное, кстати, из-за того, что они настолько вот позитивные, у них такое настроение. Американка в 70 лет, у нее будет еще не один бойфренд, а несколько. Она их еще и будет выбирать. И, ну, американки в 70 лет не считают себя старыми. И, конечно, все зависит от вашего здоровья. Есть люди и в 40 лет уже как рухлядь, знаете, но тем не менее, американцы настолько позитивные в этом плане. И мне, конечно, очень повезло в том плане, что вот я когда встаю утром и иду, говорю доброе утро своему мужу, мой муж мне всегда улыбается. Вот, ребята, не было ни одного утра, чтобы я вышла, ему сказала доброе утро, он мне не улыбнулся. Это настолько мне поднимает настроение, вот прямо, когда я его вижу, его глаза, вот это вот его лицо милое, я его просто обожаю и люблю, конечно. И он мне улыбается, это все, это дорогого стоит. Это стоило того, чтобы переехать сюда и действительно каждый день вот так вот начинать свой день. Конечно, вам знакома такая поговорка, что мысли материальны. И действительно, замечали ли вы, что вы что-то подумаете, плохое или хорошее, и оно сбывается. Оно может сбыться, кстати, не сразу, а через какое-то время, но оно реально сбывается. А чувствовали ли вы, что вы когда-то давно мечтали о чем-то, и оно все-таки сбывается? То есть действительно вот это вот работает. Еще, знаете, меня стало в последнее время интересовать тема матрицы. Ну вот у меня что-то какие-то, знаете, такие, можно сказать, заскоки с этим в том плане, что интересно вообще вот это все. И говорят, вот загадаешь, например, вот сидишь, да, и говоришь, я хочу, чтобы сейчас шел человек в красном каком-нибудь жакете, да, или в чем-то красном. И действительно, если матрица существует, а она существует, то идет человек вот именно как вы загадали. И не бойтесь загадывать. На самом деле, вот реально, если вы что-то хотите, загадывайте, и оно сбудется. Ну вот интересно, да? Если вы знаете больше про это, пожалуйста, напишите в комментариях. Наверное, знаете, многие с возрастом понимают, что, блин, ну жизнь наша настолько коротка, и время так быстро летит, и тратить свое время на негатив. Ну, конечно, не все это понимают, но я надеюсь, что вы это понимаете. Тратить время на негатив, на обсуждение кого-то, осуждение, желание зла или зависть какая-то такая, знаете. Когда говорят, что кому-то повезло, прежде всего подумайте, а какой это человек. Если это человек, который действительно не желает никому зла, который открыт, который позитивный, который не осуждает, не обсуждает,
Надо быть добрыми и помогать друг другу, а не наоборот друг друга гнобить, как многие делают. Кстати, даже здесь на просторах интернета очень много женщин с постсоветского пространства, которые именно живут в Америке, ветер холодный, и смотрят какую-то девушку, которая рассказывает о своей жизни. Это я не говорю про себя вообще конкретно, а вообще, так как я смотрела раньше американских блогеров, ну, тех женщин, которые даже вышли замуж за американцев, сколько они получают негатива и сколько хейта, а спрашивается за что? То ли какая-то зависть, то ли, ну, люди, которые даже живут в Америке, женщины, как я уже сказала, они остаются, они приезжают сюда, они остаются вот с этим вот, во-первых, совковским менталитетом. И знаете, есть такие вот люди, которые вот, они вот думают, что их позиция только права. Не может быть другого. Вот женщина должна быть такой, например. То есть женщина, например, должна иметь 2 пары очков от Gucci и от Louis Vuitton, допустим. Все, много не надо. Лучше купить одну вещь дорого, но не покупать много всяких таких дешевых вещей. С одной стороны, это как бы позиция, ну, может и правильно, но а почему все должны быть с такой позиции? Нет, все мы разные. А кому-то наоборот нравится покупать почаще, менять очки и не иметь одно и то же по миллиону лет. Или, например, вот смотрите, приезжают люди сюда в Америку, новоприбывшие, так сказать, и всегда интересно послушать их впечатления об Америке. Или вот, допустим, я живу здесь уже, ну, 8-9 лет, где-то так, 9 лет. И у меня своя история, так сказать, потому что все равно, кто живет в Америке, у всех своя история. Все мы приезжаем по разным кейсам, все мы приезжаем в разные штаты. И даже если вы живете в одном и том же штате, в разных городах, все равно в разных городах здесь очень сильно отличается. Если, например, вот я сейчас нахожусь в городе Норрис Бенд, это от Сиэтла 40 минут. Если я поеду в Сиэтл и увижу, какие люди здесь, например, ходят, вот, и какие люди в Сиэтле, да, и даже люди будут отличаться по своему мышлению, по своей позиции. Вот, поэтому, когда говорят, что, ой, я живу 30 лет в Америке, здесь не так совсем. Вот я, например, что-то рассказываю, например, у меня только положительный опыт, да. И, ну, я сама по себе человек, который люблю людей, я отношусь ко всем хорошо, искренне, доброжелательно. И рассказываю, например, что-то, да, что вот я там видела таких американцев, они улыбчивые, все, мне нравятся американцы, я обожаю их, смотрите, какое дерево, какие листья темные. А мне пишут, ой, да здесь американцы, они там такие-сякие, они там бла-бла-бла. Ну, значит, человек встречался с такими американцами, значит, у него такой опыт. И не надо оспаривать, если кто-то что-то говорит на Ютубе, рассказывает то, что он видит. Потому что, ну, есть, конечно, блогеры, которые не то что обманывают, а для контента что-то придумывают, да? Придумывают, даже не обманывают. Но рассказывать, знаете, например, вот лично я, что-то рассказывать, придумать, ну, у меня просто как бы нет желания, и какой смысл, да. У меня канал небольшой, я не стараюсь что-то здесь, знаете, деньги какие-то заработать или чтобы у меня кликбейты какие-то даже названия придумают. Я говорю все как есть, понимаете? И тоже рассказываешь, а потом тебе говорят, ой, а тут совсем не так. Я живу в штате Вашингтон. Вот про Сиэтл, кстати, было видео, написали. Я сказала, ой, я обожаю Сиэтл и погоду эту люблю. Ну вот я лично, да, я люблю погоду, например, когда идет дождь, пасмурно, когда ты можешь закутаться в плед с книгой с какой-то. Ну, в общем, не всегда, конечно, и солнышко тоже нужно, но тем не менее мне такая погода нравится, да. И моему Дагу, кстати, тоже нравится. А мне написали, ой, Сиэтл, это ужасно, это самый худший город в мире. Я тут был, мне погода не понравилась. Вот, знаете, оценивать Сиэтл только по погоде, но это смешно просто звучит. И я написала, ответила, это просто смешно. Вот, поэтому никогда не надо никого оспаривать, осуждать и спорить. Если человек что-то говорит на Ютубе,
свой опыт — это его лишь опыт. Вот и у меня даже в мысли не будет написать кому-то: а вот ты не права, там зачем спорить? И, кстати, знаете, если мне пишут такие комментарии, я никогда не буду спорить, и никогда не буду тратить время вот это писать, доказывать кому-то, да. Я просто либо удаляю этот комментарий, если он написан в такой, знаете, еще бывает в оскорбительной форме написано. Типа ты там ничто, а я тут, блин, 30 лет живу, да я тут такая крутая. Либо блокирую сразу. То есть вообще я без шансов. Если ты уже один раз написал мне такую херню, то возможно, что и второй, и третий раз ты тоже напишешь такую херню. Поэтому я не приглашаю таких людей, которые, знаете, я говорю, что-то меня оспаривают. А еще знаете, что я не люблю? Я уже вам не буду сильно затягивать. Я очень ненавижу, когда мне дают советы. Даже вот как блогеру, что мне надо купить микрофон, что мне надо там то все освещение. Я пробовала микрофон, и я его отдала назад, я заказала хороший микрофон, я пробовала, а мне не понравилось. У меня очень хороший телефон, у меня хороший звук. Кстати, вот напишите, звук нормальный же? Нормальный. И советы, как жить. Вот, это вообще, это просто. Когда говорят, что тебе нужно сделать то-то, то-то и то-то, а почему вы решили, что вы знаете лучше, что мне лучше? Что мне лучше? Никто не может знать, как человеку лучше. Лишь сам человек, и то есть даже иногда сам человек не знает, как ему лучше. Все равно все мы проживаем свою жизнь. Никто не может, вот согласитесь, прожить другого жизнь и понять, как он себя чувствует. У каждого из нас свой опыт, у каждого из нас своя стрессоустойчивость. Кто-то прошел огонь, воду и медные трубы, а кто-то жил всегда, знаете, так в достатке, в ласке, как говорится, в заботе и горя не знал. Ну, в общем, как-то так. А вы пишите, что думаете. Я желаю вам всем всегда быть позитивными, контролировать свои мысли тоже. И всем здоровья. Самое главное быть на голову здоровыми. Всем пока.